Здравствуйте! В эфире «Вести интервью» и гость нашей программы – руководитель управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области Палькин Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Последние годы были достаточно сложными для нашей страны. Несколько лет пандемия, обострение политической ситуации в мире и, конечно, санкционное давление нескольких стран. Но, несмотря на это, аграрии показывают достаточно устойчивый рост. Производство полностью обеспечивает население нашего региона безопасной сельхозпродукцией. И, более того, наращивают экспортный потенциал. Алексей Николаевич, какие задачи в настоящее время стоят перед управлением Россельхознадзора? Да, действительно, ситуация она сложная, но задачи у Россельхознадзора все те же. Это эпизоотическое благополучие, фитосанитарное благополучие, эффективный надзор и контроль во всех сферах, закрепленных за полномочиями службы. Мы сейчас работаем в условиях моратория, и, казалось бы, проверки запрещены, и бизнес нагружать не следует, но, тем не менее, фокус и методы нашей работы смещаются, это явственно видно. В текущем периоде мы сместили таким образом наш фокус на профилактику, на превентивные, корректирующие меры. Но основная цель, конечно, здесь достигать эффективности всеми теми инструментами, которые у нас есть. За 9 месяцев текущего года мы провели более 7,5 тысяч профилактических мероприятий. Это в 3 раза больше, чем мероприятия по контролю, и в 3 раза больше, чем в прошлом году. Дело в том, что профилактические беседы и консультации – это, казалось бы, мера, может быть, такая, кажется, добровольная. Мы приходим, объясняем хозяйственным субъектам о том, как делать нельзя, как делать можно, но это дает свои плоды. И бизнес, когда уже видит, как делать необходимо, к чему мы их, так скажем, подталкиваем, они наши рекомендации принимают внимание, и мы видим, как они исправляются. Надо отметить, что, конечно, надзор он эффективен тогда, когда меры, которые мы принимаем, они оказывают эффект. Мы выдали более 1000 предостережений. Это, казалось бы, тоже мера, она на бумаге, но мы контролируем и в том числе стараемся, чтобы эти предостережения были исполнены. Конечно, остаются те меры контроля и виды контрольно-надзорных мероприятий, которые мы используем, как и раньше. Это внеплановые проверки, это проверки и согласованные, конечно, с прокуратурой, по требованию прокуратуры, но они происходят в тех случаях, когда уже ситуация не терпит и необходимо принимать срочные меры. Основное сейчас в нашей работе – это профилактика и профилактические визиты, выездные обследования, так скажем, проверки без взаимодействия. То есть современная система надзора устроена так, что мы наблюдаем за соблюдением без контакта с хозяйственным субъектом. На сегодняшний день Россельхознадзор обладает мощнейшим цифровым инструментарием. Это информационные системы Россельхознадзора. И мы в своей работе всецело опираемся на них. Это федеральная информационная система ВЕТИС, ее составляющие компоненты. Это Аргусфита, это Сатурн. И вот в этом вся специфика. И когда инспектор Россельхознадзора смотрит в эти системы, он уже видит весь процесс, да, как хозяйственный субъект себя ведет, что к нему приходит, что выходит, если там предпосылки для возможных нарушений и какая ситуация складывается. Алексей Николаевич, давайте поговорим об одной из самых известных информационных систем Россельхознадзора – это «Меркурий». Что в ней нового на сегодня и как она работает? «Меркурий» уже довольно-таки давно запущен в систему ВЕТИС, и это обязательная сертификация электронной ветеринарной продукции, подконтрольной Госветнадзору. В ней работают все, кто участвует в этой сфере в обороте. Есть нюансы, конечно. Надо отметить, что система не стоит на месте, развивается, усовершенствуется, происходит соответствующий апгрейд. И вот в Чувашии сегодня 20 тысяч пользователей, ежедневно оформляется 43 тысячи сертификатов. Это не бумажное, это все электронное.
То есть в год таким образом 1 миллион 300 тысяч документов проходит в Чувашской республике. Для анализа такого большого объема данных разработаны и внедрены здесь аналитические модули и искусственный интеллект. Мы постоянно отслеживаем перемещение продукции, возможные нарушения. Наши инспектора смотрят выборки и уже по этим сигналам принимают корректирующие превентивные меры. Главная здесь задача, конечно, не допустить введения в оборот продукции, которая сомнительная, которая не подтверждена, как должно быть. Я могу сказать, что благодаря использованию такого искусственного интеллекта и нейросети производительность, конечно, наша кратно увеличилась. И инспектор уже вооружен определенной информацией. Основные нарушения, можно здесь сказать, такие, что, как мы отмечали в предыдущие годы, фантомные площадки, сроки годности, потом отсутствие лабораторных исследований на продукцию. Мы это смотрим, проверяем, то есть несоответствие объемов. Вход, выход сырья и вход сырья, выход готовой продукции. Если говорить о фантомных площадках, то и в целом по системе надо отметить, что количество нарушений, конечно, снижается. Это связано с тем, что система становится, она уже обкатанная, участники оборота уже обученные, и профессионализм здесь подрастает, так скажем. Но я хочу сказать, что вопиющие факты все равно случаются. Вот в этом году мы 5 фантомных площадок обнаружили. На одном таком случае наше внимание привлекла операция, когда молоко из Липецкой области было погашено, то есть оно прилетело в Чувашию за 2 минуты. То есть это физически невозможно. И отследив эту ситуацию, мы выехали сразу на место, посмотрели локацию этого завода. Оказалось, это всего лишь производственный цех, а там оборудования нет. Мы эту площадку заблокировали, ну и, оформив соответствующим образом документы, передали их в правоохранительные органы. То есть вот такие примеры все равно остаются. Также надо отметить, что благодаря Меркурию доля фальсификата все-таки снижается. Это надо признать. В 2018 году по нашей выборке, по нашему отбору было 14% фальсификации в молочной сфере продукции, а в текущем году порядка 6%. Ну, по пищевому мониторингу на сейчас у нас 8% выявляемости. В целом ситуация стабильная и имеет тенденцию к улучшению. Алексей Николаевич, в прошлом году начали свою работу 2 специализированные площадки. Это информационная система ВГИС «Зерно» и ВГИС «Сатурн». Каковы первые итоги их внедрения? Расскажите. Это так. В ГИС «Зерно» регистрация и работа проходит спокойно. К сведению, на сегодня 983 тысячи тонн зерна собрано чувашскими аграриями. Это неплохо. Порядка 75% в этой системе зерно зарегистрировано. Система ВГИС «Зерно», она прослеживает, откуда это зерно и кто его произвел, да, там, какие параметры. Поэтому то, что те, кто остались, они свое зерно не могут переместить. Значит, оно где-то лежит на складах. И мы отслеживаем, чтобы зерно, которое не зарегистрировано, не смогло перемещаться и не только по России, но и тем более на экспорт. И поэтому 7 нарушителей мы на текущую дату обнаружили и выдали им соответствующие предостережения для того, чтобы они должным образом в систему вошли. То, что касается «Сатурна», это система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Это действительно важное для нас эпохальное такое событие, поскольку ранее эта тема была вне поля зрения и вне контроля. Сейчас в области пестицидов и агрохимикатов в Чувашии 100% присутствие в этой системе. Мы видим, что заходит, как перемещается. Ну и хозяйствующие субъекты уже научились туда вводить данные. Конечно, и нарушения бывают, и
есть факты, над которыми надо работать, и систему надо усовершенствовать, она еще молодая, чтобы интегрировать с другими. Но, тем не менее, это очень важное для нас имеет значение, поскольку использование пестицидов и агрохимикатов касается нас всех. А как геополитическая ситуация сегодня отражается на экспортных поставках сельхозпродукции? Вы знаете, ситуация складывается так, что наши аграрии нарастили экспорт, они выходят на новые рынки, и мы фиксируем увеличивающуюся активность тех хозяйственных субъектов, которые хотят нашу классную чувашскую такую брендовую продукцию отправлять на внешние рынки. И это хорошо. На текущую дату экспорт увеличился по растительной продукции более чем в 2,5 раза. Это 7 тысяч тонн. Для Чувашии это много, но в масштабах страны, может быть, это не так много. Но, тем не менее, 1500 тонн отправлено это лук-севок. Лук-севок – высокомаржинальная продукция. Она интересна для Чувашии и для наших фермеров, поскольку не все могут, а мы можем. И это заслуживает уважения. Такие страны, я приведу пример, по луку-севку, это наряду с Беларусью, Молдовой, Казахстаном и Монголией в этом году впервые у нас отгрузки пошли в Румынию и Узбекистан. Ну а по зерновым Польша, Чехия, Казахстан, Киргизия, Германия, Узбекистан – это традиционные наши покупатели. То, что касается животноводческой продукции, то у нас в реестре экспортеров 20 предприятий. Но основное, многие знают, что мы отгружаем куриные субпродукты в Китай через Петербург. Это наше предприятие ведущее занимается. И это тоже рост на 20% в этом году. Также надо отметить, что если уж говорить о Китае, то Китай открыл для нас и горох, и другие культуры. 2 предприятия чувашских уже вошли в реестр и хотят и готовы отгружать. Мы надеемся, что это будет движение в плюс. Да? А то, что касается других видов, мороженое, Монголию, это наше предприятие отгружает, интересуется на площадке. На выставках сейчас происходит обмен мнениями, и другие предприятия тоже хотят в Китай отгружать продукции фермерские. Также у нас производят отгрузки на предприятия говядины в Казахстан. Небольшие объемы, но отгрузки есть. Поэтому мы фиксируем то, что интерес к экспорту остается, он увеличивается. Товарооборот по грузов, которые мы досматриваем, контролируем, вырос практически в 2 раза. То есть это говорит о том, что сельхозтоваропроизводители активно перемещают, покупают, продают. Это хорошо. Алексей Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, как проходит контроль за декларированием продукции? Тема, она интересная тем, что мораторий и проверок на предприятия нет, но тем не менее мы смотрим за процессом. И Меркурий, вход, выход и выпуск продукции и контроль декларирования. Посмотрите, что происходит сейчас. Это 70 фактов у нас по мясу-молоку на текущую дату. Мы декларации признаны, которые с нарушениями. И по зерну 58. О чем это говорит? О том, что бизнес зачастую выбирает схемы, когда то, что надо исследовать, он исследует не полностью. Там, где надо проверить мясо на все показатели, проверяет на часть. Есть факты, когда лаборатории, которые фантомные, или они только в воздухе или на бумаге, но их нет. То есть купил бумагу и декларацию эту оформил. Но таких фактов все меньше. Просто идет в основном ситуация, когда платить за полную достоверную декларацию почему-то бизнес, может быть, в силу экономических причин, не хочет. Здесь рекомендация одна: не надо экономить на качестве, безопасности и на самочувствии потребителей и дорожить репутацией. В завершение хочу поздравить всех
С наступающим праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всех наших ветеранов отрасли, всех действующих специалистов перерабатывающей промышленности за нелегкий, самоотверженный труд. Пожелать успехов и хороших урожаев. Спасибо. Алексей Николаевич, мы вас благодарим, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо.